Горная Асиновская котловина Ингушетии, по которой планировалась прокладка одного из участков Кавказской перевальной железной дороги, богато насыщена памятниками археологии, памятниками средневековой архитектуры. Здесь великолепные для нашего времени средневековые башенные поселки. Здесь в этой котловине сосредоточены средневековые христианские храмы грузинского образца. Здесь имеются языческие святилища. Здесь хорошо представлены целые города мертвых, так называемые склеповые могильники. Мы знаем, что в 1986-87 годах началось строительство, прокладка подъездной так называемой автомобильной трассы. Она шла через Жираховское ущелье, затем через перевал на Ассу. Так вот, когда только шло строительство этой трассы, уже были значительные разрушения. В Жираховском ущелье, соседнее ущелье, да, здесь Помецкий могильник был затронут 10-13 веков, сам каменноячный могильник, очень важный для местной истории. Далее, в этом же ущелье башенный поселок Шуан. Здесь на этом участке тоже ряд архитектурных сооружений было разрушено. За перевалом уже в горной Асиновской котловине разрушена большая часть каменноящичного могильника 13-14 веков, усиления Верхний Ким. Такой второй объект, по трассе, это станция Таргимская. Здесь, это вообще котловина считается прародиной Ингушей. Здесь 3 крупных села в этой котловине, самых крупных, средневековых. Таргим и Гекал-Хамхи. Так вот, это один из этих населенных пунктов, который должен стать станцией. Ну, что такое станция, мы с вами знаем. Здесь, и поезда, и разъезды, и прочее. То есть уже строя эту станцию, мы, говорится, многое разрушим, но затем, когда уже пойдет эксплуатация дороги, от этого ничего не останется. Так вот, трасса и здесь, говорится, у нас проходит. Значит, понятно, что и храм у нас уйдет. И так далее. Я уже не говорю о фауне, ей бы тоже был бы нанесен невосполнимый ущерб. И там же русло реки менялось, мы знаем. Направо, налево и так далее. Говорится, значит, погибала форель, представители, нашей флоры и фауны. Вот что делать. Конечно, можно нас винить, но говорить, что мы совершенно были инертны, безинициативны, что мы ничего не делали, тоже нельзя. Мы выезжали, лично я и другие специалисты, археологи, историки, выезжали на трассу и писали, свои заключения. Написаны были десятки справок о том, что если эта дорога пойдет, то десятки памятников, археологии, флора, фауна, памятники архитектуры погибнут безвозвратно. Конечно, эти справки шли в наше правительство, шли, говорится, и наверх по всем инстанциям. Но, к сожалению, на них реакция была неположительная.